Бақтыбек Сағындықович, сіз автор болсыз, ә? Мен жана баяндамамды айтып кетпедим бе? 80-ден ашуун Мыйзам долбоордун автору ким? Референдум дайындоо боюнча. депутаттардын арасында мен да бармын. Фамилияны атап коесузбу, фамилияларды? Жана Биз билели да, с кого потом спрашивать. Урматтуу Дастан Далыбаевич, перед заседанием же вы правильно поднимаете вопрос. Попросили вас, сейчас аппарат работает, вам дадут. Нет, что значит дадут? Коом билсин да. Коркпой эле айтпайсызбы? Коом билсин, түз эфир болот атына. Баарын мен окуп айта албайм да. Аппарат берет азыр. Я всех перечислять же не буду. Бактыбек Сағындықович, где вот это письмо о регистрации законопроекта? На основании указа президента Кыргызской об образовании... Нет, инициирование законопроекта же письмом идет. Когда зарегистрировали это письмо? Кто подписался? Почему нам не даете? Аппарат, мындай технический моменттерди берип койсоңор. Атайын кылбашпайбы ушундай? Это же не простой закон же, который внесение изменений, это Конституция. Дастан Далыбаевич, совершенно правильно, вы вопрос поднимаете, его невозможно в секрете держать. Сейчас дадут, и это аппарат, техническая работа. Я не от того, что я что-то скрываю. Бактыбек Сағындықович, почему какое-то конституционное совещание, утвержденное указом, может вносить изменения в проект Конституции, а целый парламент, обладающий законотворческими функциями, не может даже запятую убрать? Ну, говорить какое-то конституционное совещание, оно образовано указом, исполняющий обязанности президента. Но извините, его в Конституции не предусмотрено. Я говорю, законотворческий орган не может изменять, даже запятую ставить, а конституционное совещание может. В чем вопрос, Дастан Далыбаевич? Ну, если вы не понимаете вопрос, я считаю, что вот этот законопроект, который вы инициируете, вы хуже для народа делаете. Свободу слова ущемляете, зависимость судей делаете, монстрские функции Генпрокуратуры прописываете. Президент, говорите, за все отвечает, в то же время пункты есть. Президент, в случае чего, возлагает ответственность на председателя кабинета министров. Это же обман. Джонли алдаваттасыңар да. Кайсы персоналдык жоопкерчилик жок президенттикке. Жазылган эмес. Кантип президент азыр эртең оор кылмышты кылса, кантип биз аны кетиребиз? Только революция менен же ушул эле переворот менен. Жооп берейинби? Жооп бергиле. Дастан Далыбаевич, вопрос совершенно правильный. Право переворотом, революцией у нас это уже, как говорится, отработано. Но то, что вы сейчас поднимаете вопрос, я хочу вам напомнить, что Конституционное совещание 17 ноября ровно 3 месяца работало, площадка была открытая. И я сегодня сейчас в своем выступлении дал информацию, что ни одно заседание пленарное, ни одно заседание секционное не проходило без участия телевидения, прессы. И еще хотел бы особо отметить, что Конституционное совещание несколько раз в формате менялось по требованию общественности. И Конституционное совещание было создано по требованию общественности. Это Эльдин Талавы, чтобы туда были вовлечены представители широких слоев населения, НПО, юристы. Бактыбек Сағындықович, Конституционное совещание как образовалось, я не буду с вами спорить, в секретном режиме быстро создали, сели тут же и работать начали, это ладно. Дастан Далыбаевич, если вы, как депутат, говорите, что секретно было, есть каждое заседание, есть протоколы каждого заседания, и каждое заседание транслировалось по телевидению. 1 секунд. Эта конституция обернется горем для нашего народа, поверьте мне. И отвечать будете вы, как инициаторы. Вы должны это помнить. Это не историческая миссия.